Приветствую, друзья! Канал IQT24, программа «Просто вкусно». С вами, как обычно, Петр Цепандин. Как видите, мы сегодня сменили локацию. Мы находимся сейчас в ресторане «Гриль Хаус» в гостях у радушных наших друзей, у Кирилла и Дмитрия. Дмитрий, шеф ресторана «Гриль Хаус». Дмитрий, приветствую. Приветствую. И разреши познакомить тебя с Семеном Тарбаховым. Семен постоянный мой соведущий и... Всегда забываю это сказать, поэтому говорю сразу. Спасибо вам большое за ваше гостеприимство, что нас встретили прямо на кухне, освободили ресторан. И так как у нас все-таки мы называем кулинарное ток-шоу, что ты будешь сегодня делать? Ну, так как я работаю в мясном ресторане, я сегодня решил приготовить говядину Wellington с соусом demi-glace. Так, а теперь по-русски объясни, пожалуйста, что это такое. Говяжья вырезка, да, говяжья вырезка, Так. бекон, шампиньоны, слоеное тесто. Это все заворачивается вкусно, запекается, кушается. Хорошо. Сколько времени потребуется для Ну, приготовления? ориентировочно минут 40. Минут 40. Короче, у нас как раз передача 45 минут. Мы должны уложиться, Должны уложиться, да. Хорошо, давай начинаем. И пока Начнем. ты начинаешь, традиционный вопрос, который я задаю всем Да, своим абсолютно. гостям. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. О себе. Да, визиточка такая. Ну, Я- мы эту рубрику называем, я тебе, по-моему, говорил, как я Да, дошел да. до жизни такой. Ну, я родом из Украины, из города Донецка. Ага. Приехал сюда в 2013 году. Приехал в гости 10 к отцу. лет, юбилей. 10 лет, да. В этом году будет уже 10 лет, как я сюда приехал. Мгм. Приехал в гости и как-то получилось загостился. На 10 Остался лет. на Ничего 10 себе. лет. Ну, ты, да. ты практически уже коренной. Ну, практически, да. Да, зачистить можно. Родился, говорю, в городе Донецке. Ага. Там закончил школу и посетила меня мысль пойти учиться на повара. У меня дедушка повар. Ну, то Я- есть это семейная традиция, Ну, да? так сказать, да. Преемственность. По стопам решил дедушке пойти. Мне всегда нравилось готовить, как бы я увлекался этим. И целесообразно прям сразу пошел учиться на повара. Ага. А где учился? В колледже, в своем городе, в колледже получал там образование. Так, а и долго надо делать это? Ну, я 4 года учился. Ага. Да, это обрезаем. 4 года обучался, далее там практика, не практика. И в дальнейшем ушел в армию, отслужил в армии. Мгм. После армии вернулся, устроился в ресторан работать. Ну и все, и меня поглотила полностью эта профессия. И с того момента я практически не покидал кухню уже. Ну, ты практически везучик получается. Ну, то есть нашел свою- муки выбора тебе не стояло. Кто А то нашел обычно свою бывает, профессию, начинают учиться, что-то делать, а потом говорят, не мое, оказывается, вообще я не тем занимался. А в твоем случае, ну, проще Да. получилось, да? ну, как говорится, если ты нашел свою профессию, ты ни дня в жизни больше не проработаешь. Да. Найди занятие по душе, Да, и да. ты не будешь работать, да? Вот. так И и дальше как получилось. развивалось событие? Далее я работал в ресторане, потом как бы отец пригласил в гости сюда, Мгм. в Якутию. А отец уже здесь был? Отец, да, уже долгое время находился здесь. Ага. Ну, я согласился, почему нет, меня ничего не держит. Да, Там. чё б не погасить, да? Почему бы, да, не посмотреть что-то новое для себя, не открыть Ага. что-то новое. Тот шеф-повар с того ресторана, он родом где-то тоже отсюда был. И он говорит, попробуешь там разные изыски, ну, блюда изысканные, местные, якутские, там, строганина. ну то есть Да. уже не он, понаслышке да, знал, он мне что уже вот что-то есть. Да, уже что-то Ага. было. Строганина, я думаю, что такое строганина? Думаю, Что это? Чё? Он такой, сырая рыба, там, сырую печень. Я, что? А я вообще, ну, представления абсолютно не имел, то, что можно есть сырую печень, допустим, есть сырую рыбу. Ага. Ну и все. Отец купил мне билет, и я прилетел. 13-й год это. 13-й год, это Так. был март месяц. Март. Как Ну, бы, холода ты уже еще не застал. да. Таких контрастов, скорее в марте, всего, не испытал ну, как сразу. бы было прохладненько, я так, ну, ощутимо было. Я как бы все равно в зимней одежде прилетел, мама там заставила. Мгм. Прилетел, ну, я удивился, конечно, что чуть-чуть другая зима, нежели у нас зима, Мгм. как бы. Но ничего. Но у вас потом тоже же снег бывает, холодно бывает, я знаю. бывает настолько холодно, плюс, ну, допустим, небольшой минус, да, и очень сильный ветер, Ну. что тебе максимально Продувает, холодно влажность продувает высокая. насквозь, да. Ага. Можно грибочки помочь. Вот. Ну, потом прошло время, я думал, на 3 месяца прилетел. Прошло 3 месяца, уже началось лето, как бы ближе туда уже. Мне что-то начиналось интересно, все интересней. Ага. Потом рыбалка, потом Ух. еще что-то. На линии? На линии, да. А, да, далеко ездили? Не, я далеко не ездил. Ну, тут рядом, да? Рядом, в основном рядом, да. Вот. Ну и все. И я понял уже, что как бы я не хочу отсюда уезжать.
Судьба. Судьба, наверное, да. Не, ну если действительно 10 лет, то как иначе назвать, да? Да, я тоже так подумал, что ну, мне понравилось здесь абсолютно полностью. Мгм. Потом начал здесь работать в разных ресторанах. Начал пробовать опять-таки эту же кухню местную, которую мне рассказывали. Даже так был момент. Я дома, отец с его ну, нынешней супругой, она приготовила жеребячие потроха. А, Я зашел, Такой- что-то не так. Я- чем пахнет, да? Что происходит? Да-да-да. А она говорит, ну, сейчас, говорит, потроха сварю, попробуешь. Говорю, потроха? Прям, говорю, потроха. Она, да, прям потроха. Ну, я такой, ну ладно. Ну все, она приготовила, нарезала, оставила на тарелочки, и они куда-то ушли. Ну, я тут мимо проходя, одну закинул, пошел в комнату, жую, лежу. Ну, вроде нормально, проглотил. Такой, не еще хочется. Да. Такое желание, еще хочу. Я пошел, еще взял. И, в общем, я уничтожил все. Ну и все, и дальше уже было все остальное. Мне уже поняли, что я как бы могу. Ну, многие, которые приезжают, да, первый раз, когда пробуют, конечно, да, но для многих, скажем так, ну, ассоциируется словом дикость. Да, Да, дико. все сырое, печень. Вот, кровь. печень очень понравилась сразу же, прям моментально. Индигирка тоже сразу Ну, то же есть не зашла. было такого, что, ну, как это можно Нет, есть? Такого не Нет, было. абсолютно нет. Ага. Я вообще очень понравилось. Ну и, в принципе, все, наверное, из таких прям экстремальных, как скажем так, здесь М. вещей я, наверное, больше ничего и не ел. Вот. Ну, как бы рассказывают много, что там и лося нос едят, там еще что-то. Ну, чего только не едят. Да. Итак, ребят, следующий этап что? Мы, А. получается, сейчас должны будем обжарить мясо. Со всех нашу сторон вырезку. корочку придать. Мясо, смотрю, Семен немножко подготовил, да? Что ты сделал, Семен? Ну, немножко зачистил от пленок, так Ага. называемый. Ну, Да. Для наших телезрителей поняли, что Соль, перец. мы зачистили наше мясо Ага. от лишних пленок. Затем мы, вот, получается, чистим чеснок, режем. Мелко. И да, и сейчас вот в данной вариации, Мясо солится, я да, в смотрю. данной вариации мы можем приготовить, точнее, приготовление будет уже иметь с добавлением соли уже в начале. Ага. Потому что многие знают, что Соль вроде как в конце, она забирает в воду, да? ну, в этой вариации готовки блюда мы можем солить уже вначале. И вот Итак. Дмитрий начал обжарку на очень хорошо раскаленной сковородке. И для вкуса Да, добавляется Ну, трава, немножко Розмарин. розмарина, розмарин. чеснока. Чеснока. И посолил, поперчил, Посолил, да? Дима? поперчил, да. И со всех сторон нужно придать корочку. Обжарить со всех сторон. Мгм. Чтобы, ну, Запечатать. сочность Так Запечатать называемую внутри. шубу. Да. Шубу, да. Ну, я тоже иногда так делаю, но просто я не могу словами, видимо, выразить, как это правильно сказать. Скажем так, да. Ну все, сильный огонь, и тогда сок остается внутри. Да. Как Так, да? повара многие говорят, нет цвета, нет вкуса. Ага. Получается, цвет обжарки. Так. Ты можешь играть большую роль. Потому что если это не сделать, у нас внутри будет просто вареное мясо. Ну, если просто взять ее вот и положить, да. Сильный огонь, запечь, шуба. Итак, возвращаясь к нашему разговору, Дима. Что ты первым ощутил? Ну, ты же сказал какие-то контрасты, да? Вот Мгм. другой практически страны, приехал в другой регион. Хорошо, ты в марте приехал. Ну да. Более-менее мягко. Успел адаптироваться. Как успел адаптироваться, как первая зима? Мне очень понравилось, кстати. Мне кто-то Ты сказал, вообще человек на позитиве, да? Мне Да, очень мне- понравилось. Все время ты говоришь, мне очень понравилось. Не, мне очень всё понравилось. Ну, я все довольный. ага. Мне кто-то сказал, что якут не тот, кто не мерзнет, а тот, кто хорошо одевается, А, тепло вот, одевается. И я вот, просто, да. я в первую зиму сразу оделся максимально тепло, Купил пуховик. купил хороший, да, или норковую шубу. Не, пуховик. Шуба это слишком. Да. Пуховик, Ага. хорошую обувь, хорошие ватники. Я вообще зиму, я кайфовал просто. Я даже пешком ходил много Шарфик очень. такой, Шарфик, конечно, да, все во льду, бороды еще тогда особо не было. Она уже появилась чуть позже. И мне нравилось вообще. Воздух свежий, хорошо. Я думаю, ну вот это зима, я понимаю, вот это настоящая зима. А не то, что вот это все как там, да, грубо говоря. Хандру не впадал, а то многие же хандру не впадал. А Нет, то кстати. бывает, говорят, северные депрессии. нет, Многие приезжают, нет. говорят, да,
Ну, как бы еще Я пока за 10 лет поеду-ка я отсюда. Да. не сталкивался. Ага, Был период, я уезжал отдыхать. ага, Как бы, может быть, это контрастом сыграло, что я отдохнул, как бы перезагрузился и обратно ага. на море съездил. Так, говядина у нас обжарена. Обжарян уже, да? Так. Далее. Далее выкладываем бекон. Так же делаешь. Да-да, конечно. Ровно. Дальше грибочки сверху. Где мы берем бекон, ну, для наших телезрителей мы немножко объясним. Мгм. Мы делаем вот такой аккуратный пласт из бекона. И туда, и вот так вот, да? Да, и мы сейчас должны будем наши грибочки сюда положить Так. и равномерно одним пластом их Распределить. распределить. Говядина Веллингтон. Говядина Веллингтон. В честь кого названа? Потому что я знаю, в Новой Зеландии есть город Веллингтон. В честь... Ой, Это человека. сугубо английское блюдо. Да, Оно английское очень блюдо. популярное. У них блюдо, именно вот говядина Веллингтон, уже называется чуть ли не национальное. А, да ладно. Именно потому Ну, как что... я знаю, есть английский завтрак. Да, Да? английский завтрак. Ну все, пошло мясо в тесте у них. Мясо Ага. в тесте. Да. Это вот очень давно уже было, как бы, но в какой-то момент Веллингтон решил сделать так, что это его блюдо, в честь его назвали. А, да? Ну, какой-то крутой человек был, тщеславный, наверное, да? Я вот забыл, читал, забыл. Ага. Так, далее сверху выкладываем нашу Мяско. мяско и заворачиваем колбаску. Вау. Это мяско у нас меньше получилось, чем... Ну, в принципе, ничего страшного. При помощи пищевой пленки мы можем закрутить такую колбаску. Мгм. Так, помочь чуть-чуть? Нет, нет. Нормально? Я уберу пока, чтобы камеры нет. Лишнее уберем. Значит, оно там не нужно. Мгм. Чик. Упс. Дальше легким движением руки делаем колбаску. Ну, получается, как, я не знаю, сартисон. Рулет. Сартисон. Рулет. Рулет сартисон, да? Да. Так, это лишнее сейчас уберем. Так, его нужно отправить в холодильник, чтобы он немножко остыл. Ага. Так называемый. Дошел, да? Дошел, да. Схватился. Ага. Хорошо. Дмитрий, такой следующий вопрос. Ну, ты сказал, да, вот разные же кухни есть, да. Ну, Да. итальянцы славятся пиццей, пастой, ну, англичане, вот Веллингтон, английский завтрак, да. Якутская кухня, ну, такой серьезный вопрос. Наверняка это человек, который уже 10 лет. Якутская кухня вот только-только начинает становиться брендом. Мгм. Есть якутские блюда, которые, ну, известны, начинают становиться известными по всему миру. Ну, в первую очередь, скорее всего, это строганина, потому что это экзотика и все прочее. Как, на твой взгляд, якутская кухня имеет ли место быть в мировой кулинарии? Безусловно, я считаю, что да, она имеет Да. место быть. Но Ага. это нужно доносить, мне кажется, правильно. Да. Чтобы все люди понимали именно, Хорошо, что нужно? откуда это все идет, из каких корней, скажем что так. нужно? И чтобы ты, на твой взгляд, ну, в первую очередь преподносил бы, какие блюда, например? Ну, ты наверное, наверняка да, ты вот. уже все попробовал. И хан, и вот, Да, говоришь, и печень, да, и все да, прочее. да, да. И Ну вот все бы преподносил бы. Вот начал бы с хана, да, потом индигирка, там Ага. печень жеребячую, чтобы все пробовали вот сырую прям. Караси, опять же, да. Что еще? корейские. Кобей. Какие-нибудь. Ага. Ну, все вкусные же. А что больше всего тебе нравится самому? Печень? Мне больше Печень? всего нравится, да, прям сырая печень. Жеребячая? Я прям, да, очень Или люблю. оленина? Нет, жеребячая. Именно жеребячая, да? Да. Ага. А сам вообще что ты любишь кушать? Да, я как бы всеядный. Ну, за время все то, что находишься на кухне, нет уже такого, с чего ты бы сел с удовольствием, как бы таким прям с кайфом. Уже к еде, как к топливу относишься просто и все. Нет, лишены мы этого радости, да? Не, ну а Ну, если бывает бы- в охотку еда и вредного поесть, там, бургеров каких-нибудь. А даже так? Конечно. Ну а специально следишь за Запрещенки, питанием? скажем так, а? Специально следишь за питанием? Ну, я спортом Я смотрю, занимаюсь, ты, как я бы. смотрю, ты в форме. Да, я занимаюсь спортом, как бы у меня все калории уходят в спорт, я особо не заморачиваюсь. У меня все Ну, перерабатывается. всё. движение, да? Да, да, да. А спорт это как А увлечение? волейбол? Я занимаюсь волейболом, да. Профессионально? Да, более профессионально.
Да? Да. И как успехи? Ну, и хорошо. как давно? Ну, уже давно, я еще с Украины занимаюсь. Да ладно. Да. Да? И здесь тоже играешь? И здесь тоже, да, как нашел команду хорошую, здесь местная команда. Единственная, по-моему, русская команда у нас в городе Якутске. Ага. И единственная команда, которая как команда зарегистрирована прям по всем документам. И официальная, да, официальная команда. Да. И как успехи? Хорошо, мы занимаем призовые места в основном всегда. Это чемпионат города? Чемпионат республики, чемпионат республики города. даже? Да. чемпионат Ну это республики. я знаю, есть же ассоциация Сахава. Есть Сахава, да, Да. ассоциация. Ага. Это Сахава Сергей Лига. Иванович, по-моему, ее организовал. Да. Да. Но Сахава это немножко другое. У них же Сахава Бол есть, немножко другой вид волейбола, как скажем так. Ну там пониже сетку специально сделали. Там Ну, чуть-чуть мы же- другая мы же- площадка. Мы же маленькие. Чуть-чуть другая площадка, чуть-чуть чуть-чуть другая другие площадка. правила там. Да. Как бы я немножко туда не углублялся, Ага. мне больше классика, поэтому я Классика. по классике больше. Да. Да. А какую роль играешь? Я Разыгрывающий? Нет, Либеро? я Забивающий? Да, забивающий, Молодец. центральный Ну, ты блокирующий. высоко прыгаешь, получается. Центральный Ну, ты не блокирующий. такой же высокий. Ну, как? Обычно же волейболисты там на под 2 и там. Ну, у нас сколько человек в городе под 2 волейболисты? Ну, редкость. 2. 2. Ага. И один из них мой крестный родитель моих детей. А. Так, ребята, мы взяли немножко паузу, мясо наше уже подошло. Следующая стадия, что у нас такое, Дмитрий? Заворачиваем в тесто. Тесто. Да, тесто. Это тесто. Это обычно слоеное. Слоеное тесто. Дрожжевое, бездрожжевое? Дрожжевое. Дрожжевое тесто. Ну, то есть, которое вот обычно продается, да? Да, обычное. Итак, мяско, Муку можно. пожалуйста. Мука. Мука. Так. Брать. Раскатываем, чтобы наше тесто вместилось. Тесто. Рулетик. Мясо наше да, вместилось. Рулетик у нас вместился. Так. Что за неловкие паузы? Мы Вы очень, зависли? очень внимательно следим, как ты работаешь. Бесконечно ну, можно смотреть я на вот 3 тоже часа. хочу вопрос задать, да? Да. Ну, как получается, шефу, да? У тебя были моменты, когда ты перегораешь? Да, эти Потому моменты, что это безусловно, в они нашей профессии это очень имеют сильно место быть. распространено. Сказать, да надоело все. Да, бывает. совершенно так именно и было. Ага. В какой-то момент кухня, дом, кухня, и все. И просто Конца и края нет. да, как будто ты просто живешь на ней. Выходишь И- на улицу весна, выходишь Да, зима. да. И ты просто не видишь ни улицы, ни людей, ничего абсолютно. И все, я какой-то момент ушел с кухни абсолютно. Да Я ладно. так думал на тот момент, что безвозвратно. Мгм. Начал заниматься абсолютно другим занятием. Пошел, Ремеслом, да, пошел вообще на стройку, начал ты. для себя изучать. Ну, как бы я люблю Не, руками, ну, работать руками. Да, ну, как говорится, во всех смыслах парень рукастый. Да, во всех смыслах Да. можно так сказать. Ага. Я всю жизнь прожил в частном доме, поэтому для меня это как бы, Получается, Не проблема. да, вообще не проблема. для семейной жизни и готовить умеет, и гвоздь Да. прибьет, Да. Ну, молодец. дом Вот. построит. Дом, кстати, вот недавно построил. Не, ну частный дом это огромная практика. Огромная, это Да, бесконечная это работа. Бесконечная работа, Да. это никогда не заканчивается. Никогда Вроде как не ты заканчивается. заселился, а работы еще вроде как еще больше Да. становится. И все, я какой-то момент ушел, работал долгое время, ну как долго, года 2, наверное, точно я отработал на стройке, зима, М. лето. Потом, в какой-то момент стало как будто чего-то не хватать. Мгм. Того Всё- драйва, тех эмоций, Все такое призвание, да? тех запар, которые могут быть, какой-то вот это вот адреналина этого. Ну, как бы я понял, ну стройка, да, все как бы понятно. А. Ну и я решил, что я, наверное, все-таки Вернулся на вернусь. свою стезю. Да, вернусь, все-таки я здесь как рыба в воде. Ага. И какие эмоции, наверное, испытывал, да? Такие, Я кайфовал. наконец-то Да, я да? кайфовал. И все. И я так думаю, что следующий этап моей жизни будет, это будет уже собственное заведение. М. А вот как раз я вот такой вопрос хотел задать. Цели, мечты, это у нас обычно в конце, ну ты уже рассказал. Да. Рано или поздно, мне кажется, каждый шеф к этому приходит, да? Да, конечно. Конечно, хочется что-то свое открыть. Ты смотришь на то, как вокруг все происходит, какие есть рестораны, какая есть М. Как
любой профессионал, начинает с Тен- малого. Да, тенденции Набирается какие-то, да, смотришь. Да, как бы Либо знаешь, что нравится. знаешь всю жизнь эту изнутри, так сказать, и ты знаешь, что людям нужно. А что людям нужно? Вкусно покушать. Все И хотят хорошо, вкусно покушать, хороший сервис. Да, И вкусно покушать. банальный вопрос, который, скорее всего, тебе задают всегда, я и Семена тоже очень много раз спрашивал. Ну вот именно твое мнение интересно. Мгм. Да. Что самое главное в успешном ресторане? Самое главное, в первую очередь, мне кажется, это чтобы было вкусно. Чтобы человек пришел, и он знает, что там вкусно, и он туда вернется. Что и в следующий раз он Да, придет, придет и будет точно так же такой самое стейк. вкусно. Да. Да. И максимально нужно держать эту планку. Прям вот Мгм. всегда держать. Мгм. Насколько мне известно, ну, здесь, в городе, много заведений открывается, и со временем приходят многие такие грешат, да. Да, многие Вначале комментарии, хорошо, начинается, что да, а потом в все следующий раз испортилось, да, заказал что-то стейк, не да так. вроде не то. Ага. Да. И я вот думаю, что все-таки главное, чтобы держать марку. Ну и обслуживание, конечно, немаловажную роль играет, чтобы человеку было комфортно сидеть, отдыхать. Уют. Да, уют. Мгм. Так, говядину мы запаковали. Сейчас мы ее сделаем небольшие надрезики. Можно воспользоваться вашим Ножичек. Так. кинжалом. Забери. А Да. это делается для чего? Чтобы тесто пропеклось, Ага. немножко дало тепло вовнутрь. Ну и для красоты. И для красоты. А, Второй ну, вариант. да. Тоже как, это как чебуреки, вот так вилочкой да, надавить. Так, Да, да. Да. Так, берем мисочку и смазываем яйцом. Отправляем в духовку на 200 градусов на 40 минут. Мгм. Опять же возьмем паузу, да? Опять же, да, возьмем. Мы покажем это яичко. Ну, например, если вы хотите чего-то необычного, когда вам уже надоели даже обычные пироги, или Мгм. у вас праздник, Можно вот так, да? Да, можно, конечно. Себе это готовится несложно. Продукты все в доступности. А потом это просто вот так нарезается. Потом и стоит, нарезается, да, Вот я поливается больше всего этого соусом. жду. Потому что прелесть нашей программы в том-то как раз и состоит, что Да, да, да. Все, кто-то готовит, а я жду и потом это съедаю. Вообще прелесть, а не работа. Всегда говорила. а Работа раньше мне- мечты. Работа мечты, да. Раньше мне запрещали это говорить, я не знаю почему. Бля, какая же у меня офигенная работа. Я разговариваю с людьми, жду, пока они что не приготовят, а потом это съедаю. Класс. Слушай, вот ты сказал насчет необычного, да? Мгм. Вообще в кулинарии можно что-нибудь придумать новое? да. Да, я тоже думаю, Я что не у да. тебя спрашивал. Я не у тебя Я спрашивал. поддержу. Да? Конечно, Да. наверное, Ну вот может есть, что-то конечно, необычное. да, вот технологические карты, да, ну, допустим, вот веллингтон, стейк, яичница. Даже, говорят, хотя много рецептов есть, по-разному можно Конечно, готовить, да, можно но по-разному. Каждый что-то кто-то вообще, по-своему. да-да-да, что-то вообще новое придумать. Я бы такой, чтобы вот насколько я уже привык к еде, да, я бы придумал какую-нибудь таблетку, чтобы ты съел и сытый. И Да-да-да, все, и ну не ты как профессионал заморачиваться, говоришь, да, да-да. не заморачиваться над этим. Съел, съел, ну, то и есть, всё. как пасту такой, Да, да, и да. пошел, Ну, как да? космонавты, Как да, космонавты, да, совершенно верно. Ага. Да не знаю, оно безгранично, можно выдумывать вообще, что хочешь абсолютно. Главное, чтобы это было вкусно, красиво, М. эстетически. Потому что человек сначала ест глазами, Да. а далее уже Почему все сейчас вот остальные- в эру социальных сетей все же фотографируют, все, да, да, все все фотографируют, просто- показывают, потому что в первую очередь такой, Да, чтобы ну, слюной человек истек. Правильно же? Так, ну все, мы можем отправлять нашу говядину в духовку, Так. и мы возьмем, наверное, паузу, да? Да, мы закладываем, Закладываем. и берем паузу, и подождем. Идем. Хорошо. Чик. Ребят, вы оба профессионалы, да? У меня такой вопрос. Как, скажем так, обыватели, да, которые немножко коснутся тоже темы кулинарии, какие вообще сейчас есть тенденции, мода на кулинарию? Она же как-то так плавно перетекает, по-моему, или как? Ну, Да. многие, наверное, будут говорить Типа там молекулярная кухня есть, там Ну, молекулярная особо же, она пошла и что-то не дошла никуда. чуть-чуть загасла. Загасла, да, мне Ага. кажется, немножко. Как бы я не видел сейчас Сейчас что-то. тенденция ферментирования. Ферментирование, да, скорее всего, да. Что это? Ферментирование. Ага. Ну, как сказать, все очень более так, по-людски так. Маленькие порции, вкусные блюда. Да, те же, как сказать, маринады, ферментирование. вот это М. всё. Сейчас очень модно. Мгм. А что пользуется популярностью тогда? Да мне кажется, Что всегда будет? всегда будет мясо пользоваться. Ну, Прям особенно, всегда. особенно у нас. Особенно у нас. Да, якут траву не ест, Да, да, якут да. ест мясо. Поэтому и рыба. и выбрана была такая концепция ресторана, чтобы был Мгм. мясной ресторан. М.
Поэтому, как бы, я думаю, мясо, вкусные салаты в придачу будет очень хорошо. И всегда будет это актуально. Всегда, ну, даже возьмите сезонное, да, лето, шашлыки. Все на шашлыках, все мясо Ну едят. да, да. Да. А тут можно шашлыки круглый год кушать, допустим. Шашлыки, Да. стейки, Мгм. опять же, мясо в других вариациях, даже ребятина вкусная там. Опять же, возвращаясь к якутской кухне, есть же многие организовывают гастротуры. Да. Там ездят в Грузию, специальный гастротур. Просто люди ездят кушать. Отдых, поехали кушать. Мгм. Абхазию ездят, да? Азербайджан ездят, Узбекистан ездят. Якутии возможно это организовать? Да, я думаю, и нужно организовать Нужно, это. да? Конечно, нужно. Да. Чтобы люди Агентство знали. развития туризма. Внимание. Да. Дима у нас был в гостях. Да, я бы с удовольствием, если, допустим, я здесь погостил, попробовал, уехал, я бы еще раз вернулся бы для того, чтобы покушать снова. И друзей привел бы. Конечно, да, и друзей. Я, ну, и сейчас друзьям рассказываю, насколько это вкусно. Они спрашивают, как это, да, допустим, повара, друзья, там, просто друзья. Я рассказываю, объясняю, что вот так, так, так. Ну, многие, конечно, не могут в голове составить картинку, что мясо там. Да, что да, там такое, да, потому что жеребятина реально сырая. многие умом не доходят. Ну, не то, что умом, они просто не понимают этого. Они Да. привыкли, ну, шаблонно мыслить, да, это жареное, вареное, Мгм. все. Мгм. А тут сырое, там, шоковые заморозки, там еще Да, что-нибудь. мы рыба. потихоньку пришли к теме туризма, да. Ну, Да. скорее всего, ты как человек приезжий, ну, хотя уже 10 лет живешь, Ну осознаешь контрасты, и тебе это здесь, ну, кайфово, да, Да. ты говоришь, да. Вот, такой вопрос. Агентство развития туризма Мгм. объявило, что в прошлом году, 22-м, рекордное количество туристов посетило Мгм. Якутию. Мгм. И это число, скорее всего, будет увеличиваться. В том числе и получается вот часть того, что люди, ну, мы люди, нам нужно кушать. Гастротуры. Да, в этом какую роль заняла бы именно вот эта гастрономическая часть? О, ну, я думаю, наверное, не первую, мне кажется. Первая роль была бы именно этническая часть, которая вот прям Мгм. традиции, там вот это вот все. Холод. Холод, да, Первое, вот. первое просто холод. Ну, может быть, да, Снег холод. и холод. Ну, это же основа. Ага. Вот. Все, что показать людям, как это. Мгм. Жить, допустим, в минус 50, Мгм. в минус 60. Что это вообще? Что это такое, как Ага. это прочувствовать на себе. А дальше уже можно параллельно вводить и кухню, еду и так далее, и так далее, и так далее. Вот такие специальные туры Да, организовывают. да. Но это однозначно зимой нужно делать все, показать охоту, показать рыбалку, я думаю, это прям очень здесь развито. Допустим, я, живя в Украине, я ни разу не ходил за грибами там. Вот ни разу не ходил за грибами. Здесь я просто, я жду этого сезона. И на Тихая рыб- и на ры- охота. и на рыбалку ты На рыбалку тоже, да, очень сильно. Мгм. Ну, тоже жду, как бы, да. Я хочу вот еще этой зимой, допустим, да, вот я успеть еще на подледную рыбалку хочу еще сходить. Смотаться, Да, да? да, да. Ага. А пришли к разговору, работаешь много, скорее всего, дом, работа, а Ну как ты да. отдыхаешь? Да, не, дома, на Дома? диване. На диване? С Да, книжкой? да. Ну, выходные, как бы, получается, там, когда выходные, с друзьями встречаемся, там, на квизы ходим. Ну, такое, Мгм. отдых. Бывает такое, что отдых от работы – это смена работы, что-нибудь по дому делаю, там, Мгм. так отдыхаю. Ну, и все равно жду, как бы, отпуска, чтобы куда-нибудь, либо на рыбалку даже, либо на купалку, Да. либо куда-нибудь еще. По Якутии поездил уже? Был немножко, да, но не прям, что много. Я вот по соревнованиям ездил, в Исмае был. Ну вот в увлечение Амге твое, был. волейбол. Да. На в игры, Амге. наверное, ездил. Да. В Ага. Исмае, в Амге был. В Алдане был по работе, в Нижнем Куранахе был тоже по работе. Ну много. Ну и все, больше нигде. Дальше Дубровки не ездил, скажем так. Кто заказывал, да? Да, такси на Дубровку. Вот. Ну, интересно, я в Алдан, в Куранах ездил на машине, ну, на своей, как бы, и мне понравилось, что природа красиво, так все едешь, прям стабильно. Еще попали в грозу, там перепад идет гроза, тут солнце, опять гроза, и вот это вот все. Поехали мы в августе ближе. Там же горы как раз начинаются. Да, я там много раз издалека ездил. горы видно, очень красиво, да. И остановились у дороги, и в лесок зашли, а там ягоды, там и грибы, и я вообще просто в шоке был, если честно. Здесь как бы ездишь по окрестностям, собираешь там ягоду, грибы, а там прям ее куча, прям некуда, ну куда. Как раз голубика, наверное, поспела. Вот именно как раз Вот, голубика да, и да, была, да, да. и И мы там как с грязь товарищем ездили, да, и мы такие, давай на обратном пути запомним место, купим. Хотели купить На- эти на- наберем. съемы хотели купить, чтобы быстро-быстро насобирать и домой отвезти. Не нашли в Куранахе, не нашли в Алдане этих съемов.
и на обратном пути не нашли то место, где мы хотели пособирать. А, да ладно, Да. любой точки не Оно, поставить. видимо, время прошло еще, она осыпалась, А, наверное, да, уже как да, раз до кстати, тот кстати, момент, такое да. может быть, ага. Мы ходили, ну ладно, все, поехали, и все, дальше уехали. Возвращаясь, опять же, к теме кулинарии, есть у тебя, скажем так, ну, если не кумиры, то на кого ты равняешься или там... Ну, мне очень нравится Гордон Рамзи, когда я вот, Гордон да, Рамзи? я на канал подписан, там смотрю. да? Многие же Да. говорят, это попса. Ну, Нет. он, мне кажется, больше Ивлев попса, чем Рамзи. Ага. Ну, как бы они очень похожи, потому что один у другого содрал, грубо говоря, да? Мгм. Даже ту же адскую кухню. Но интересно наблюдать, все равно смотришь. Ну и так все смотришь всякие паблики, там, где Мгм. готовят. Попса не попса, но Но не, но добился. Конечно, да, человек- человек сделал себе человек, имя да, именно конечно, на конечно. готовкой. Да. Это один из таких, ну, Да, да. в наше время действительно. Конечно. Да, да, многие- Да, не уважение, я прикалываюсь, потому что я немножко подначиваю тебя. Да, да. Так, ну что, ребята, мы Настало дождались время. определенное время. 40 минут нас прошли. Иду за нашим мясом. Берем, достаем. Ой-ой-ой, Говядина сочна. с очком. Сочна. Вот что у нас получилось. Ну, прожарка сам. Медиум. Прям я обожаю медиум. Прям классический медиум. Медиум. Да. Можно Есть медиум rare, медиум well. Rare есть. Есть rare, да, Ну, есть медиум well done вообще нельзя, по-моему. well done. Well done, да, вообще Да, нельзя, нет. по-моему. Ну, по идее, Ну, нет. Для стейка. Нет, почему? Можно, да? Конечно, Нет, ну, конечно. можно, но считается, что Нет, это- абсолютно разные вкусы. А, Я да? говорю, у нас есть гость, один ребенок, ему А, ну порядка да. 8 лет, он заказывает только rare. Только rare, Rare, есть. да. Это же чуть-чуть Чуть-чуть обжаренное, чуть-чуть да, и и внутри всё. крови. Итак, самый ответственный и самый приятный момент нашей передачи – непосредственно сервировка. Наш рулетик. Что там, кто там, что там? Что там, где там, как там. Что с ножом не так? Все нормально. Так, это первая часть без мяска идет. Мгм. И у нас соус, да? Дмитрий? Соус, да, соус демиглас. 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 И что он делает? Как он делается? Из говядины. А? На основе говяжьих косточек. А, Да, местность. вау, 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 вау. Так, ну это ребятам оставим. Да, это ставим. Тем более, что они стоят, облизываются тоже. Ну, выглядит очень круто. Ароматы. Ароматы. Да. Добавим нашу микрозелень, Мгм. горох. Она прямо у вас здесь растет. Прям, да, мы. А это же обычный горох, ну или не обычный он. Прямо здесь вот так и растет, да? Да. Главное своевременно поливать. И будет все. И он произрастает. Конечно. Это для красоты и для вкуса. Да, мне кажется, можно даже кушать, он очень вкусный. Да, я сделаю фото, мне это разрешается. Фото на память. Вот она память. И что? Приборы. Приборы, Приборы, да, приступаем. пожалуйста, уже ребята Благодарю. подготовили. Семен, ну я. Поехали. Приятного аппетита, друзья. Приятного аппетита. Давайте покажем. Сняли это все крупно.
Да, я самое нормальное придумал. Красота получилась. А, мясо же надо резать. Хотел было сказать, берем паузу, но нет, мы не берем паузу. Сейчас. Что в кайди-то? А? На. Да? Вкусно. Попробовал? Причем главное не передержать, мясо будет жестче. Ну, то есть Так. она потеряет сочность. Оно высохнет, да, оно высохнет, долго, да? да. Так, в целом, простой, вкусный, хороший рецепт. Можем стоять бесконечно кушать Тем более у нас еще есть. до конца, тем более у нас еще есть. Да, да. И вот видел некоторые кулинарные передачи, да, всегда считается, что с набитым ртом не очень хорошо кушать. Но я во многих странах тоже вижу передачи. Ну, оказывается, говорят. Да, в принципе, возможно же. Нормально, нормально, потому что, ну, ребят, это действительно очень вкусно. Я не могу остановиться. Я думаю, Семен сейчас что-нибудь вопрос задаст, Да. пока я ем. Вот хочу тоже такой вопрос задать. Ты вот, получается, уже проработал в многих ресторанах, многих именно направлений кухни, потому что, ну, все знают, ну, есть русская, Мгм. европейская, азиатская кухня, да? Тебе какая более импонирует? И в какой ты больше себя чувствуешь в своей волне? И однозначно европейская кухня. Я пробовал разные кухни. Я и в японской кухне работал, и суши, и роллы, и как бы я... Ну, суши, роллы это как бы очень просто. Я быстро это перерос, и мне стало неинтересно, я пошел дальше. И однозначно я себя нашел в Европе. Европейская кухня самая вкусная, я считаю. Ну, для меня лично, не знаю, как кому как. И на ней остановился, и на ней развиваюсь, получается. Но при этом считается, ну, французы, да, скажем так, законодатели, они сделали в первую очередь высокая кухня и все прочее. Ну да. А дальше уже идут итальянцы, испанцы, португальцы. Про немцев я вообще не говорю, у них вообще, по-моему, нет. Только кухни. колбаски. Только колбаска и эти вот Да-да. баварские сосиски, да? И рульки. И ну, да, свиная рулька, и все, ну, может, пиво. Вот. Однозначно пиво. Однозначно пиво, да. Ну и- Я не могу остановиться. Европейская кухня, мне кажется, не сложна в приготовлении. Любой человек может... Это как, ну, грубо говоря, что больше как домашняя кухня. Все просто, простые ингредиенты, простые процессы приготовления, ничего не надо там супер естественного придумывать. И готовишь себе в удовольствие. А вы почему не кушаете? Я сыт. Пока готовишь, Уже наедаешься, да? насыщаешься. Дим, я уже тебе говорил, что ты счастливый человек. Ну, то есть ты нашел свое призвание. Ну, повезло, да, это редкая редкость в наше время, да. Некоторые учатся, ну, как в моем случае, 5 лет на физика, а потом становятся в итоге рекламщиками или даже телеведущими. Ага. Да, а ты Ну, нашел это тоже свое- классика своего А? рода. Это тоже классика Это своего тоже рода. классика, да. Ну, то есть мы жили переходное время, в 90-е годы, ну, и там пертурбации и все. Ну, сейчас не обо мне, а о тебе. Вот тебе повезло, ну, а вдруг по-другому сложилась бы твоя жизнь. Кем бы ты был бы, если вдруг не стал бы поваром? После того, как я отучился на повара, я такой думаю, так, кушать я научился варить. Ну, я так. И мне такие, иди еще получи профессию электрогазосварщика. Там тоже, типа, научишься варить. Я пошел, подал документы, не проучился месяца, и меня забрали в армию. Все, поэтому я потом понял, все, если, значит, не судьба, значит, я буду только поваром. Значит, там не научился. Ну, а так, в принципе, я много чего умею, я по строительству умею, все. Ну, ты говорил, что ты Да. дом построил. Ну да, Свой да, частный дом, да, да. да. А Как это бы же- я это же руками бесконечно. не боюсь никакой работы, абсолютно не чураюсь. Мне все равно, что надо. Могу гвоздь прибить, могу пилить, могу таскать, могу не таскать. Как бы я думаю, что я не потерялся бы. Могу копать, могу не Могу копать. не копать, да. От отсюда и до обеда.
А, Ну, наверное, да. Как бы я, может быть, в строительстве себя нашел. Как второе. Да? Ну да. Потому что руки, скажем так, из того места растут. Ну, это тоже большое везение. Но все равно кухня, и мама мне говорит, что не бросай, это твое. Ну и я сам понимаю, что это мое. Да, мы говорили про твои цели, точнее, ты сам уже без вопросов сказал. Ну, а кем ты все-таки видишь себя через 10 лет? 10 лет. Через 20 лет? Вот, далеко. Ну, надеюсь, владельцем хорошего заведения, возможно, сети заведений. Как бы. Ну, да, вот. Владельцем. Именно, да. ну, Именно, да, именно всё- в кулинарии. всё- всё равно конечно, вот да, это. да, только в кулинарии. Ну да, это всегда будет востребовано. Ну, Да, пока всегда человек всегда. ест, есть, оно ест. Да. Да, ну, Семен тоже очень хорошую профессию выбрал. Я сейчас тоже Думаю. в эту сторону смотрю все равно, да. Это клево, да. Да, это клево. Да, готовить вкусно, в нашем случае просто вкусно, доступно, ну, правильно, мне кажется, это благое дело. И хочу пожелать тебе новых успехов, потому что действительно, когда ты что-то своими руками сделал, и люди потом этим восхищаются, потом обратно к тебе возвращаются, чтобы еще раз попробовать это расхожее, короче, выражение, да, но это очень дорого стоит. Спасибо. Да, класс. Да, а у нас такая традиция есть, Дима, я тебя предупреждал. В конце, пожалуйста, пожелание для наших телезрителей. Да. Небольшое. Небольшое. Ага. Ну, в преддверии всех событий, так скажем, связанных с ситуацией в стране, с которой я родом, пожелать хочу всем мирного неба над головой, никогда не унывать, не болеть, чтобы вы и ваши близкие и родные вам люди всегда были здоровы. Кушайте, правильно питайтесь, сытно, весело, не бойтесь экспериментировать, даже если вы готовите дома. Всего вам самого наилучшего. А я еще раз скажу, мы находились сегодня в кухне ресторана «Гриль Хаус». Дмитрий Сенчуров, шеф ресторана «Гриль Хаус». Семен Тарбахов, мой постоянный соведущий, Петр Цепандин. Программа «Просто вкусно». Ребят, на этом мы потихоньку с вами прощаемся. Будьте здоровы, действительно всегда кушайте просто вкусно. Ну а мы что, уходим за кадр и Да, продолжаем кушать. Да, нет, Дим, реально очень-очень-очень вкусно.